Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем идти по буддийскому пути, и с вами Тензин Байлак. Остались последние 2 недели до празднования Нового года по восточному календарю, и тувинцы называли этот Новый год Шага. Шаг – это время, а – это молодево. Это время просыпания, рождения природы. Это тогда, когда ребенок рождается, он пьет молозиво. И после 10 февраля наступит белый месяц. И до празднования Шага традиционно тувинцы, они вытряхивали одежду, они вытряхивали пальто, очищали пространство, дом от грязи и готовили самую вкусную еду. И вот подготовительная часть к празднованию Шага начиналась еще с осени. И готовили заготовки молочных продуктов и мясных продуктов. И мы хотели бы сегодня поговорить об астрологии, о календарях, которые сейчас активно продаются в разных магазинах, киосках. И мы сегодня будем рассказывать о календаре, который уже можно приобрести в магазинах. И это календарь, он зеленого цвета и называется Айчуругае 2024 года. И когда мы открываем этот календарь, он начинается с января, синего месяца. Это еще месяц кролика. И вот с 1 февраля по 9 февраля, это тоже, как мы видим, синего цвета. И 9 февраля называют день Пюдюхюнü. Это подготовительный день, это день и время, когда скапливается энергия, она сжимается, и 10 февраля начинается процветание, рассвет, наступает новое. Именно в этот месяц начинается трансформация к теплому периоду времени года. С наступлением весны начинается просыпаться природа, животные. И тувинцы, они начало года отмечали с проведением обряда как Сангсалыр. И Сангсалыр – это такой обряд, когда ранним утром мужчины, они поднимались на возвышенности, на гору и возжигали огонь, костер и делали подношение огню. И это связано с символом красного цвета, это символ огня. И с пробуждением природы мы встречаем первые лучи красного цвета от солнца. Мы встречаем первые лучи солнца. И именно в это время мы загадываем, мы делаем благопожелания, мы совершаем мысленные благопожелания для того, чтобы в течение целого года все наши мечты и желания сбывались. И перед Шага, конечно, идут подготовительные части. Это не только начинается планирование, очищение своих мысленных поступков, речи. Мы начинаем обдумывать все свои планы на Новый год. И что касается астрологии, то вот этот календарь, он основан на источнике календаря, лунного календаря, который был разработан буддийскими монахами из Института астрологии и медицины Мексикан, который находится в Тарамсале. И есть разные традиции расчетов празднования Шага, как проводить те или иные дни. И Монгуш Игорь Пашке, он, исследуя все эти традиции, исследуя все эти источники, он адаптировал этот календарь тувинскому народу, и он смог перевести на тувинский язык те дни и очень детально расписать, какие дни являются благополучные, а какие
а какие неблагополучные. И поэтому по восточному календарю каждый год он олицетворяет то или иное животное. И в 2024 году, 10 февраля, наступит год дракона, год деревянного дракона. И этот год будет связан с 3 синями менги. И поэтому, если у человека есть 3 менги, 3 синих менги, то он должен именно сделать обряд разделения этого менги. И есть характеристика этого года, что этот год будет очень урожайный, потому что дракон, который витает в облаках, он будет приносить дождливые облака, он будет приносить очень много ливней, дождей, поэтому в этот год может быть очень много наводнений, очень много будет воды, но это очень будет полезно для растений, деревьев, и поэтому в этом году очень много будет изобилия дикоросов, растений, очень полезных растений, лекарственных растений, и они будут расти в изобилии. И что касается этого года, он, говорят, связан с мужской энергией, поэтому для мужчин это будет очень трудный год, а для женщин очень будет благоприятный год, а также очень благоприятный год будет для детей и в средней степени для пожилых людей. И очень трудным будет для молодежи. И чтобы преодолеть все трудности, очень важно заранее провести обряды, подойти к учителям-астрологам и конкретно рассчитать, что нужно делать, какие совершить нужно обряды для того, чтобы этот год провести очень счастливо, удачно и благополучно. И когда мы услышали от автора этого календаря Умогуш Игорь Пашке, то он конкретно говорил о том, почему нужно опираться именно на лунный календарь, смотреть на астрологию, то те люди, которые соблюдают дни, хорошие или плохие, черные или белые, то они таким образом остерегаются от тех или иных проблем, они могут как-то обойти трудности. И такие люди, они, зная благополучные дни и часы в том или ином месяце, они очень удачно совершают свои дела. Ну, например, это связано с стрижкой волос. Есть определенные дни, которые дают нам силу, энергию. Есть такие нехорошие дни, когда жизненная энергия убавляется. Есть дни, которые очень благоприятны для поездок, путешествий. И если мы ездим, совершаем длинные поездки, то нужно смотреть именно по этому календарю. Есть также дни, например, когда нужно проводить свадьбы, похороны, те или иные события, связанные с жизненными циклами, то это все можно встретить вы в астрологии или в таких календарях, где можно увидеть все подсказки, что нужно делать и чего нужно остерегаться. И поэтому тот, кто соблюдает эти дни, то этот человек, он очень идет по правильному пути, как говорят. Также хотелось бы отметить, что и в этом году самыми хорошими, удачными месяцами или называют Ульчей Айе или Кучулю Айе, это означает счастливые месяцы, сильные месяцы, то хороший месяц наступит в августе. И в это время можно проводить празднование свадеб, очень больших мероприятий, начинать очень хорошие проекты. И самые такие месяцы, которые нужно немножко сбавить свою активность, это связано с июнем. Целый месяц он будет очень таким неблагоприятным. И также это месяц ближе к январю, к Пюдюае. Пюдюае – это новый термин. Сегодня тувинцы, чтобы упростить
этот месяц они называют таким образом. Но на самом деле называют Пюдюхюнü, который наступает 9 февраля. И так как Пюдюхюнü находится до Шага, то этот месяц, конечно, называется Пюдюайы. Это месяц сжатия, это месяц очень такой закрытый, где нужно очень хорошо сделать ревизию в своем доме, в своих мыслях, в своих действиях. Нужно провести тщательный анализ и прочистить все, что связано с плохой энергией. И поэтому, обращаясь к такому календарю, вы можете тут ежемесячно открывать эти страницы и прям следить, какие дни являются Пурган-Хюнü, это дни Будды. И тут можно прям посмотреть, когда они наступают, и вот до конца этого года проследить. И вот последний месяц, декабрь 2024 года, и тут есть вот те подсказки, и мы можем это видеть, и этот календарь мы можем повесить на стену, что очень удобно, и можно завернуть и потом поставить в нужное место. И поэтому 12 циклов по животному календарю, они связаны с 5 элементами. И еще раз, 2024 год – это год деревянного дракона, и деревянный свет, он связан с зеленым цветом, и поэтому этот календарь зеленого цвета, потому что деревья, сущность деревьев или природа деревьев основывается именно на зелени, оно приносит нам зелень. Также есть такой элемент, как вода, он ассоциируется с синим цветом. Также есть элемент земли, он ассоциируется с желтым цветом. Элемент огня ассоциируется с красным цветом. И элемент железа, он ассоциируется с белым цветом. И поэтому 12 месяцев имеют 5 элементов. Они связаны с 5 элементами, а также связаны с Менги. И поэтому это целая наука, и учителя-астрологи, они высчитывают этот год, когда начинается этот год, и мы знаем, что идут споры, что празднование Шага начинается чуть позже, в теплое время года, но на самом деле в связи с тем, что происходят перемены с днями, месяцами, то добавляется еще один месяц. И поэтому в этом плане сегодня идут большие споры. Но тем не менее, традиционно тувинцы, они опирались на календари уже известных астрологов, как тибетской традиции. И также есть монгольская традиция, китайская традиция. И поэтому мы все равно смотрим на эти традиции. И мы знаем, что в нашей тувинской культуре была еще и тюркская традиция, которая была приближена с тоже древними культурами. И поэтому традиции, они меняются, каждый раз что-то появляется новое, традиции, они обновляются. И поэтому нужно понимать, что все движется, все видоизменяется. И поэтому, как мы отмечаем год, это все зависит от наших желаний, от наших благопожеланий. И нужно знать, как мы встретим первые лучи солнца этого года, так и пройдет целый год. И поэтому нужно Новый год встретить в чистом пространстве, чтобы было все чисто, все изобилие, очень было вкусной еды. И очень важно уже в начале года, с 10 февраля, провести в здравом уме, в веселье. И есть такая традиция Чакчолушкур, когда белым кадаком мы подходим к пожилым родственникам и просим у них тоже благопожелания, просим наставления, советы. Мы ходим к учителям, и обычно буддисты, они начитывают мантры совместно с учителями, которые всю ночь читают молебны, сутры. И это тоже традиция, она пришла в нашу культуру
связано с советским периодом. И поэтому, какие бы традиции бы ни были, мы принимаем. И каждая семья, она по-своему встречает этот Шага Новый год по тем традициям, которые сложились в семье. А мы знаем, что семьи бывают разные, люди бывают разные. И самое главное для того, чтобы в семье встретить Шага в хорошем, здравом уме, нужно всем собраться и обменяться мнениями, новостями, теми переживаниями, которые мы прожили в прошлом году, и все забыть, и начать жизнь заново. И также вы можете в свой дом пригласить вот такое изображение. Это изображение называется «Огненная черепашка». В центре этого черепашки находится 12 животных циклов, 5 элементов. Наверху находится Бодхисаттва, Манджушри, Авалокитешвара, Ваджрапани, символ Кала-чакры. То это изображение, оно дает вам хорошую энергию для вашего дома. И вся энергия, она будет очень хорошей, если вы будете иметь такое изображение дома. Поэтому встречайте и готовьтесь к Шага. Готовьте подарки своим близким и родным. До новых встреч. До свидания.